Я прочту 3 места Писания, а вы скажете мне, о чем вообще эти места Писания, вот по вашему мнению. 3 места Писания, все 3 они из книги Второзакония. 1 глава, 8 стих, написано так. «Смотрите, я дал вам эту землю. Войдите и овладейте землей, которую Господь клялся отдать вашим отцам, Аврааму, Исааку и Иакову и их семени». Второе место Писания, 1 глава Второзакония, 21 стих. «Смотри, Господь твой Бог отдал тебе землю. Поднимись и завладей ею, как сказал тебе Господь, Бог твоих отцов. Не бойся и не будь малодушным». И 3, 2 глава, с 24 стиха, книга Второзакония. «Отправляйтесь в путь и перейдите поток Арнон. Смотри, я дал в твои руки Аморея, Сигона, царя Хешбона и его страну. Приступай к захвату и начинай воевать с ним. С этого самого дня я стану распространять ужас и страх перед тобой на все народы под небом. Они услышат вести о тебе и испугаются и затрепещут от страха». Вот, друзья, когда вы слышите эти 3 места Писания, о чем эти 3 места Писания? Давайте варианты свои. О чем, вот одним словом можете сказать, о чем эти места Писания? О войне человек говорит еще, об обетованиях еще, о верности Божией, что Он обещал, Он сделает еще, преодоление, победа, давайте еще, оккупировать, захватить. Давайте. Хорошо, когда мы размышляем над Словом Божьим. Согласитесь, здесь описывается партнерство человека с Богом. Партнерство, я же думал, у меня же на языке крутилось, что же я не сказал? Согласитесь, наша жизнь во Христе – это партнерство с нашим Богом. Знаете, есть 2 крайности. Одна крайность, я сижу, ничего не делаю, говорю: Бог, во имя Иисуса Христа, пойди и соверши. И мы начинаем так молиться: пойди вместе со своими ангелами, попроповедуй Евангелие, чтобы к нам люди в церковь пришли. Пойди сделай так, чтобы у меня деньги появились. Пойди то, пойди это. Мы же так иногда себя ведем. Но это крайность, которой здесь нет. Здесь есть партнерство. Бог делает свою часть, ты делаешь свою часть. Есть другая крайность. Люди садятся на другую крайность и говорят: Бог, да мне вообще фиолетово, что ты там думаешь. Я знаю, как мне заработать деньги. Я знаю, как мне вырастить детей. Я знаю, где мне взять жену. Я знаю, как мне построить бизнес. Я знаю, как церковь открыть. Я знаю, как спасти людей для Христа. И мы сами по себе, Бог сам по себе. Но на самом деле, когда мы читаем, здесь есть Божья часть работы, а есть твоя часть работы. И вся наша жизнь, проживешь ты 40 лет, 50, 100 лет на этой земле, вся твоя жизнь с Богом – это партнерство с Ним. Он что-то обещает для тебя, и Он начинает тебя двигать в какую-то сторону, а от тебя Он ждет, что ты пойдешь и возьмешь это. И интересно, когда мы читаем, и там написано: смотрите, я дал вам эту землю. А потом Он говорит: а теперь войдите и заберите ее. В смысле, ты дал или не дал? Он говорит: я дал. Эта земля обречена, и на ней написано имя. Земля Израилева. Но тебе нужно войти и взять ее. Это как, знаете, вечером приходит твой ребенок и говорит, например: мама, а есть у нас что-нибудь покушать? Она говорит: есть. Оно стоит вон там. Иди. И просто положи себе это в чашку, поставь в микроволновку, разогрей и съешь. Все, что тебе нужно, уже все это стоит там на плите. Тебе нужно взять, разогреть и съесть. Когда мы говорим сегодня о нашей жизни со Христом, у Христа есть через Голгофский крест сделанные для нас, не просто обещанные нам, а сделанные для нас обетования. Это не просто уже обещания. Это как, знаете, вот ты приходишь, например, куда-то в ресторан, ты поел, официанту говоришь: принеси, пожалуйста, счет, хочу оплатить. А тебе говорят: за него оплатили. В смысле? За твою еду оплатили. Ты просто взял то, что тебе уже принадлежало, то, что было оплачено кем-то другим. Христос заплатил за твое здоровье. Христос заплатил за твое финансовое
финансовое преуспевание. Христос заплатил за то, чтобы твоя семья была восстановлена, и ты из эмоционального дурачка превратился в человека процветающего эмоционально. Христос заплатил полную цену, и Он сказал все эти обетования в своем драгоценном Писании, в своем драгоценном Слове. Ты можешь найти любое обещание, связанное с исцелениями, просто забив в поисковик своей Библии слово «исцелиться», «исцелен», «исцеление», «болезнь» и тому подобное. И когда ты начнешь читать эти места Писания, ты поймешь, что Христос ради тебя висел на Голгофском кресте, чтобы там была заплачена полная цена твоего сегодняшнего здоровья. Это уже сделано. Друзья, знаете, как много сегодня дьявол нас просто, во-первых, обворовывает через то, что мы не знаем, что нам дал Господь. Здесь написано: идите, я дал вам эту землю. Он открывает им это как то, что уже было дано. Но единственное, он говорит, вам нужно какие-то усилия приложить. Вам нужно сразиться. Вам нужно с чем-то поборнуться. А знаете, что происходит? Давайте прочитаем еще одно место Писания, что происходит в 3 главе Второзакония, с 1 по 5, потом 11. И здесь от первого лица история рассказывается. Мы повернули, поднялись по дороге к Башону. Ог, царь Башана, выступил нам навстречу со всем своим войском, чтобы сразиться с нами у города Эдреи. Знаете, если бы вот эти ребята были бы просто вот малодушные, или говорят такое слово, малохольные. Такие, знаете, вот они не хотят проблем, они не хотят ни с чем сталкиваться, они не хотят воевать. Они хотят, чтобы прямо сейчас Господь меня в машине времени переместил в хорошую жизнь. Многие христиане такие. Он дома сидит, все плохо, все нехорошо, но я молюсь, чтобы я сейчас вышел, а там все было другое. Сейчас все плохо, вот здесь все плохо, Господи. Вот в башке все плохо. Сотри мои мысли, сотри мою память, чтобы я ничего прошлого, просто этого злого не помнил, и чтобы все прям вау. Побороться надо. Побороться надо. Если ты малохольный сегодня, это человек, который не готов сражаться, не готов меняться, не готов прилагать усилия, не готов какие-то потуги делать к тому, чтобы взять свое наследие, навряд ли ты его получишь. Но это правда. И вот здесь написано, смотрите, они выступили, знаете, враги выступили навстречу. Господи, ну ты же обещал, что ты нам отдал землю. Мы думали, это будет легкая прогулка. Мы такие вышли в красивой одежде. Самое красивое, что у нас в шифонерах висело, надели. И такие на прогулку вышли забрать свою землю. Воюй! Друзья, на войне происходят победы. Нет войны, нет победы. Ты хочешь победу сегодня в своей жизни? Например, над нищетой. Ты хочешь победу над болезнями? Если там нет войны, там никогда не будет победы. Вот в чем парадокс. Вот чего не хотят большинство христиан. Они не хотят сражаться. И они говорят, если Бог мне обещал, почему все двери закрыты? Если Бог мне обещал, почему этот мерзкий царь Башана Ог вышел нам навстречу? Мы думали, он там от страха просто умрет, когда увидит наши радостные голоса и увидит наши красивые одежды. Одного мужчину мы недавно встретили. И этот человек когда-то вместе с нами много-много-много, уже охота сказать 100 лет назад, но несколько десятков лет назад покаялся, принял Христа. И знаете, он был всю жизнь малохольный. Это человек, вот про таких людей говорят, сложный человек. Вот всегда кто-то у него виноват в чем. Всегда вот у него все что-то не так сложилось. Знаете таких людей? Это жертва всегда, да. Все ему, на него кто-то неправильно посмотрел. Там мимо него кто-то вот так прошел. Мимо него там вот с таким лицом кто-то прошел, все у него, все испорчено, все плохо в жизни, все не так. И это такой нытик по жизни. Нытик по жизни. И знаете, вот 30 лет прошло, и я уверен, он начинал с более лучшего состояния своей жизни, чем он живет сегодня. Потому что малохольные побед не имеют. Люди, которые все время ноют, что все кто-то в его жизни в чем-то виноват, что из-за кого-то чего-то не происходит, что постоянно какие-то обстоятельства сложились против, а у всех все хорошо. Такие люди никогда ничего не достигают.
Если ты вдруг таким пришел ко Христу, это не страшно. Просто у тебя есть сегодня благодать вместе со Христом поменяться. Ты с Ним встречаешься, от Него набираешься и в победе двигаешься. Вот здесь написано так. Господь сказал мне, не бойся Его, потому что я предал Его в твои руки со всем Его войском и землей. Сделай с Ним то же, что и с Сигоном, царем Амореев, который правил в Хешбоне. Уже, оказывается, с каким-то Сигоном они что-то сделали. Но я вам покажу, что вот этот Ог, это не Сигон. Так Господь наш Бог отдал в наши руки еще и Ога, царя Башана, и все его войско. Мы поразили их, не оставив в живых никого. Библия говорит, что в этот раз они захватили города укрепленные, высокие, которые были укреплены высокими стенами, двойными воротами и запорами. А кроме них было множество селений, не обнесенных стенами. Про Ога написано, посмотрите. Это вам не тот парень, с которым до этого сражение было. Это, смотрите, кто? 9 локтей в длину дядька был. 4,5 метра, на секундочку. Знаете, есть куча вещей в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с вещами обычными, а есть вещи необычные. Дядька-то необычный был. Он был в ширину, Библия говорит, 4 локтя, 2 метра, на секундочку, дядька, в ширину. Почему это все упоминается? А потому что мы все одинаковые. Когда мы встречаемся, знаете, вот с шипзиком с таким, которого щелбаном там. Да ты крутой, конечно, ты красавчик, ты побежденец, ты там прорывенец. Конечно, еще ничего не было, ты во всем прорвался. А вот здесь попробуй, 4,5 на 2. Поломай. Какой поломай? Я даже с ним сражаться не буду, потому что там понятно, кто андердог. Друзья, а в нашей жизни сколько ситуаций есть, в которые мы не пытаемся залезть, свой носик туда засунуть. Уф, это не мое. Это не мое вообще. Квартиру купить. Это не мое. Жену нормальную иметь. Это не мое. Вот с этой буду всю жизнь мучиться. Вот, а дети, чтобы спаслись. Это не мое. Тому повезло просто. И этому повезло просто. Конечно, живут все в караколе, чего-то там строят, у них все по 3 копейки. Друзья, какие мы иногда интересные. Пока шипзик перед нами, которого мы своими силами можем одолеть, когда у нас проблемы, которые мы можем сами порешать, мы говорим, о, Господь, помоги, давай сейчас прорвемся. Мы такие, аллилуйя, на победе, да, там, готовы поститься, молиться. Когда большие проблемы, о, нет, это не мое. Навряд ли у меня что-то получится. Когда мы читаем вообще слова, которые Бог говорил своему народу, который должен был взять обетование, взять свое наследство, Он постоянно им говорил, что вы будете сталкиваться с одним врагом, и этому врагу имя страх. 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 Когда ты идешь по коридору темному, и тут вдруг вроде бы светится дверь, и ты поворачиваешься на нее, а там большими буквами страх. Не входи сюда. По поводу комнат я не знаю, у нас есть шлагбаумы. Мы же по дорогам по определенным катимся. И эти дороги у нас иногда заканчиваются вот так. Ты ехал, ты к чему-то шел, и вот ты приехал. Здрасте. Вот так заканчивается. Вот так заканчиваются наши цели, вот так заканчиваются наши посты, вот так заканчивается наше стремление. И ты говоришь, мы мчались, и наконец-таки примчались. Ни к чему. Но слава Богу, Иисус это не тупик. Он говорит, когда ты встречаешься вот с этим Огом Башанским, который 2,5 метра в ширину, 4 метра в длину, он говорит, либо убей, либо перепрыгни, либо обойди, но сделай что-то вместе со мной. В твоей жизни есть огромное количество возможностей, которые дает тебе Господь в сфере финансов, в сфере твоего какого-то эмоционального развития, в сфере твоего служения. Это все возможности, которые приходят с небес. Но каждая из возможностей, она будет стоять под дверью, на которой будет большими буквами написано «Страх». Не входить. Не входить здесь. Вся твоя жизнь останавливается. Второе. Оп. Когда первый раз этот шлагбаум появился, это реально бишкекская парковка. В один прекрасный момент этого шлагбаума не было вообще. Ты вот такой раз с Мидерова заскакиваешь, и там парковка. Хочешь, вниз спускаешься, хочешь, с левой стороны паркуешься. И такой на чиле пошел в Глобус покупать бананы. И тут в один момент я подъезжаю такой, и хоп,
Что происходит вообще? Не, ладно, платная стоянка, я готов заплатить, но стоит шлагбаум, дяденьки нет, который бы открыл. Тетеньки тоже нет, я сам не могу выйти и его открыть, ничего не происходит. И знаете, я вот так вот до зебры доехал и думаю, что-то это. И мы такие же. Господь говорит, войди. Помните, там написано, овцы его, они выйдут и войдут, и пажить найдут. Они должны от чего-то выйти, куда-то войти и что-то от Бога найти. Но если они стоят как бараны, и я стоял вот такой вот перед этой зеброй, все, что мне нужно было сделать, друзья. Чуть поближе, брат, чуть поближе подъедь. Ну, начни какие-то шаги делать. Друзья, я хочу вам сказать, Бог даст вам вашу недвижимость, но ты делай хоть какие-то шаги в эту сторону. Бог построит вам вместе с вами хорошую семью. Ну ты хоть какие-то шаги делай чуть поближе, начни двигаться. У Бога есть миллион возможностей тебя в бизнесе куда-то двигать. И у тебя уже идеи даже вот здесь в голове живут. Но тебе надо начать, когда как-то хотя бы подкрадываться. И вот когда ты подкрадываешься к этому шлагбауму, вон там камера, видите, она тебя видит, и шлагбаум открывается. Ну подойди поближе. Мы даже песни поем, я подойду поближе, но нам надо иногда к нашим обетованиям поближе подойти, начать что-то делать. Не стой, как человек, который в эту зебру уперся. Не было шлагбаума раньше. Как мне жить? Пойду через 4 квартала, оставлю машину. Ладно, оставь. Но если ты обратно придешь 4 пакетами из глобуса, у тебя руки будут не просто до колен, до пяток. Вот с такими руками вернешься к своей машине. Я помню, в Екатеринбурге мы когда переехали, и у нас, когда мы начали цены сравнивать с Бишкеком и в Екатеринбурге на тот момент, тогда было по-другому немножко все. И мы такие приехали, а мы продали, у нас был дом небольшой, мы его продали там за 40 тысяч, но пришлось еще некоторым родственникам отдать денег, 30 было на руках. И мы такие думали, Господи, нам бы хоть однушечку здесь как-то купить, которая стоит примерно 80. 80, Карл, однушечка. А у нас уже 3 детишек. Ну, нам однушечка была бы в кайф, но мы такие думали, Господи, как? И я помню, Бог нас благословил, знаете как? Через то, что президент страны сказал, что все ветераны войны, которые воевали, они получат каждый свое жилье. И мы такие, опа, бабуля, а с нами бабуля 6-я же была. Она воевала на войне. И мы такие, бабуля, ты должна получить квартиру. Она говорит, это не для меня, это для тех, которые всю жизнь прожили в этой стране. Я точно никто, я... Не ходи никуда. Только попробуй. Я такой думаю, нет, подойду поближе к этому обетованию. Знаете, я пришел в соцобеспечение, говорю, а вот у нас там бабушка есть, она недавно гражданство получила, а что насчет нее, она ветеран войны, жилья нет. Ой, соберете вот такие документы, дадим квартиру. И знаете, мы сделали все. Я через себя перепрыгнул несколько раз. Вот так сальто-мортали в воздухе сделал, квартиру получил. Но, знаете, когда мы получали эту квартиру, бабушка говорит, ну все, у нее такой план, идея была. Ну, мы сейчас в эту квартиру заедем, это однушка. Мы, знаете, вот как вот бывает поезд такой китайский, 3 полки. Есть 2-ярусные кровати, а есть 3-ярусные кровати. Самых молодых наверх, те, которые чуть постарше на серединку, а бабулю на 1-й этаж поселим. И вот все в одной комнате 6 жить будем. Я думаю, что-то вообще нет в этом как-то величия Божьего. А мы на тот момент, мы продали домик свой, немножечко денег на тот момент подзаработали. И я думаю, вообще не Божий план. Вообще это не наша схема. Мы, короче говоря, продали эту квартиру за $80 тысяч. Что происходит дальше? Мы начинаем искать квартиру. Нам минимум 3-комнатная нужна, нас 6. Но лучше, чтобы 4-комнатная была. И мы, знаете, искали в разных районах и нашли в одном районе 2-уровневая. 4-комнатная, с 2 туалетами, по красоте такая, знаете. И ты приходишь туда, люди уже год ее продают. Продать ее не могут, слава Богу, потому что готовы торговаться. Это всегда тебя радует, когда кто-то что-то продать не может, потому что можно поторговаться. И они просили, я помню, 1150, наверное, за нее. И мы там что-то торговались, за 120 тысяч торговались. Сдали нам эту квартиру, съехали, свалили и больше не появлялись никогда. И мы заехали в эту квартиру, я помню. Ты понимаешь, ты получил от Бога то, что даже о чем ты
о чем ты в самых сладких снах думать не мог. Ты раньше думал хотя бы маленькую однушечку, и ты такой в двухуровневой квартире туда-сюда спускаешься с этажа на этаж. В один туалет зашел, в другой туалет зашел, по спальням прошелся. А причем с ремонтом квартира была. Мы переклеили, вот на минуточку, мы заехали, нам просто одна стена не понравилась, мы такими соломенными обоями поклеили эту стену и купили там новую мебель туда. Все! Знаете, что такое? Подойди поближе, начни куда-то дальше двигаться. Многие из нас, мы что-то маленькое имеем, а это маленькое было для нас на самом деле. У нас еще один ребеночек на подходе был. Иногда с нами бывает, мы что-то маленькое получили, мы это держим, мы этим наслаждаемся. Господь говорит, оставь это здесь, подойди поближе, я тебе дам новое. Мужчина один в церкви у нас был, он был риэлтор. И он как-то приходит, говорит, Денис, а вы же всю жизнь мечтали о том, чтобы у вас дом был. Я говорю, да, у нас уже квартира есть нормально, 4-шка с 2 уровнями, мы там кайфуем, вообще у нас все по красоте. Он говорит, нет, хочу, чтобы вы один дом посмотрели. И он заставил нас поехать посмотреть один дом. И знаете, что произошло? Мы такие обратно едем молча с Алиной в машине, а путь длинный был, и такие едем и молчим. Кто-то из нас начал, может быть... Все-таки дом. И такая идея в голове. Дом-то это круто. Дом это бассейн. Дом это дети на лужайке тусят. Дом это вообще люди к тебе приходят. Постоянная движуха какая-то. И мы такие, да, давай дом. И вдруг у нас мысль мелькает шальная. Мы где-то 7 или 8 месяцев прошло. Мы купили эту квартиру за $120 тысяч. И вдруг у нас шальная мысль. На минуточку люди продавали эту квартиру год. Но мы внутри своего сердца сказали, хорошо, Господь, если это твое, если это ты двигаешь нас в сторону дома, мы тогда поставим нашу квартиру за $160 тысяч. На 40! Сразу на $40 тысяч мы выше ее поставили. И ты скажешь, ты дурак, ты по рынку ориентируйся, на рынке нет таких цен. Человек вот буквально год торговал, и вот вам, идиотам, еле-еле впендюрил ее, а ты ее хочешь кому-то за 160 продать. И я помню, выложил там на сайт продаж. Никто не звонил. Вообще. Zero. Самое время перед этим огом 4,5-метровым, 2-метровым в ширину сказать, сорямба, братан, я пошел, мне вообще не в эту сторону. И один человек позвонил, первое, что он начал, скидку сделаете. А знаете, тебе месяц никто не звонит? Тебе месяц никто не звонит? И тут человек звонит и сразу со скидки начинает. И ты такой злой внутри, думаешь, блин, хоть бы пришел, посмотрел. Конечно, я был готов, наверное, 20 скинуть вообще на легкую. Я говорю, какая скидка, нормально? Что-то внутри меня вот такая, какая-то злость. Я вот как настоящий злой российский продавец недвижимости. Хотите, не хотите, приходите, не придите нафиг. Они узнали адрес, пришли через какое-то время. Какие-то люди вообще странные. Позвонили, мы по объявлению, можно посмотреть. Все посмотрели, пропали, ничего про цену не говорили. Опять звонит человек какой-то. Оказывается, это риэлтор их был, который должен был договориться о скидках, обо всем остальном. Я думаю, что он опять звонит? И типа, давайте там, вот мои люди ходили, они про скидку спрашивали. Я говорю, я же говорю, никаких скидок не будет. Знаете, когда ты расстроен уже, когда ты понял, что уже ничего не продастся, уже ничего не произойдет, тебе уже терять вообще нечего. И этот такой риэлтор говорит, ну хорошо, ладно, мы готовы на вашу сумму. Давайте завтра там-то, там-то встретимся, передадим деньги, оформим квартиру. Я такой, чё? Вот так просто, что ли? Никого не было. Один звонок, один просмотр, один раз попросили скидку, один раз ты был злой, ничего не дал, и сразу подписали договор. Я такой деньги получил, когда еду, такой думаю, прикол, неожиданненько. Друзья, в нашей жизни все так. Мы, знаете, мы еще ничего не начали делать, а мы уже боимся, не получится, не произойдет. Бог говорит, да ты начни делать. Ты еще ничего не начал делать в этом направлении. То, что касается недвижимости, ой, как дорого. То, что касается спасения других людей, ой, все верят в другого Бога, никому Христос Иисус не нужен. Мы еще ничего не начали делать, а уже, ой, не получится. Если шлагбаум не открывается через камеру, ну подойди ты к нему, ё-моё. Этот человек, понимаете, он просто сказал, да, здесь стоит шлагбаум, но это не для меня. Совсем другое мышление. Вот, совсем по-другому. Люди вокруг тебя могут мыслить определенным образом, а ты говоришь, нет, это не для меня, братан, прости.
Это для тебя, для какого-нибудь дяденьки, для того самого Михаила Михайловича, но не для меня. Потому что я могу встать, подойти и открыть этот шлагбаум вместе со Христом. Все дороги открыты для меня. Помню, мы бизнес начали в Екатеринбурге. И в то время были тогда еще такие ситуации, когда вот просто в России терялась целая фура с товаром. И я помню, в этой фуре где-то на 20 тысяч долларов ехало нашего товара. Мы его взяли у нашего поставщика, по факту мы оплатили уже, но на самом деле мы деньги еще не отдали, потому что нам надо было получить, развести это все по заказчикам и потом собрать деньги и отправить нашему поставщику. Он давал нам отсрочку определенную. Они фуру отправили. Там была машина, огромная машина. Так вот, там было товара где-то на 200 или на 300 тысяч долларов чужого. Нашего всего лишь было на 20. И фура просто исчезла в России. Она пропала. А вы знаете, вот это все ерунда. Фура потерялась, да и бог бы с ней. 20-ку надо отдать. Да, знаете, когда ты читаешь новости, там чья-то фура потерялась, что-то у кого-то сгорело. Ты такой, все это просто переживаешь. Тебя это, жизнь, она такая. Мы еще такие иногда, бывает в жизни. Когда это с тобой происходит? У меня ажа. Я москвичам звоню, говорю, у нас фура пропала с товаром, который вы отгрузили. Она исчезла. Ее в России больше нет, найти не могут. Этот человек мне говорит такие слова. Все, значит, транспортная компания сейчас обанкротится, закроется. Фиг она вам что выплатит. Короче, говорит, все, 20-ку вы повисли. Я такой... Ладно это. У нас же заказчики есть, которые ждут эту мебель. Там у нас есть обязательства. Мы должны в определенный срок поставить, иначе мы неустойку начинаем платить заказчикам, потому что они предоплатили этот товар. И мы с двух сторон попадаем. И москвичи нам звонят каждый раз. Ну что там ваша транспортная компания не закрылась еще? Я говорю, они нам сказали, что сейчас надо месяц потерпеть, они нам все выплатят. По накладным. Да он говорит, это ерунда, в России так не работает. Такого не может быть. Все, настраивайтесь на то, что вы попали и там, и здесь у заказчиков. Слава Богу, они нам выставили снова товар для заказчиков. Мы хоть с опозданием, но рассчитались. Знаете, сколько я молился, сколько я вопил к небесам. И я говорил, Бог, дай мне что-то, чтобы победить вот этого Ога 4,5-метрового, который передо мной восстал. Я за эту транспортную компанию молился. Я не знаю, чего я только не делал. Рассчитались. Вот когда ты вот эти вот вещи, ты переживаешь, тебе кажется, все пропало, шеф, все кончилось, все, бизнес захлопнулся, надо закрываться, ты угорел. Вот в очередной раз доказательство того, что это не твое, зачем ты вообще в это влез? Это, брат, твое, просто надо преодолеть. И вместе с Богом чему-то научиться и победить. Знаете, нам выплатили в течение месяца, транспортная компания выплатила, когда я москвичам сказал, они нам отдали деньги, они такие, чё? Такого быть не может! Им было проще, чем эти 300 тысяч. Мы же не одни там были в этой фуре. Там ехало много товара разных людей. И он говорит, чем им выплачивать эти 300 тысяч, им было проще просто закрыться, обанкротиться и спрятаться. Аллилуйя, когда не открывается. Ой, когда не открывается. Вот она твоя позиция. Вот она твоя позиция должна быть. Когда, знаешь, ты подъехал, он не открывается. Ты вышел, потолкал, не открывается. Вот здесь Библия говорит, ты взял Слово Божие в уста, а это меч обоюдоострый, которым ты начинаешь долбить, которым ты начинаешь провозглашать и против своих страхов выступать. Хочешь сегодня здоровья, тебе надо со страхами сразиться. Твоя мама умерла от рака, бабушка умерла от рака, прабабушка умерла от рака, и страх тебе говорит, и ты скоро сдохнешь от рака. Вот здесь стань таким человеком, который берет Слово Божие и долбит этим Словом Божьим эти демонические твердыни страха. Знаете, сколько мы пропустили возможностей, потому что перед нами какой-то вонючий шлагбаум встал. И мы сказали, сорямба, это значит не мое. И ты развернулся, и ты сдался. Вот наш путь. Я не знаю, дяденька это или тетенька, неважно. Молодой это или старенький. Я тебе могу сказать, это человек, который сегодня пример для тебя и для меня в духовном мире. Сражайся, пока не одолеешь своего шлагбаума. Знаете, многие из нас, мы думаем, конечно, тебе хорошо говорить, у тебя другие ситуации, другие обстоятельства. Вот там, например, хорошо быть апостолом Павлом, когда у тебя все на изи получается, ты страха не имеешь, ты полон любви, ты полон благословения. Я вам 3 места Писания покажу про апостола Павла, где он боролся со страхами.
Многие из нас, мы обольщаемся и думаем, что у кого-то по-другому. Вот этот чувак бесстрашный, вот этот чувак без того или без этого. Да все мы одинаковые. А страх каждому из нас приходит. Каждому. Любое новое дело в твоей жизни, любая новая возможность в твоей жизни, которую сам Бог тебе дает, это значит, сразиться со страхом надо будет. Ну, хочешь новый бизнес? Победи страх. Хочешь движение в работе? Победи страх. Хочешь семью создать? Победи страх. Сколько этих ситуаций, когда ты думаешь, вот я дурак, я зачем вообще в это вляпался? Один жил, нормально все было. Все же было хорошо. Зачем тебе это, брат? Дети родились, ты думаешь, вот я дурак. Зачем я в это вляпался? Вдвоем еле-еле выживали, нормально было, все хорошо. Где я на памперсы деньги теперь возьму? Потом, когда двое, ты думаешь, блин, вот я дурак, на первом надо было останавливаться. Приехал в Бишкек, вот я дурак, зачем я начал вообще это служение? Надо было бизнесом заниматься. Вообще вот с этими людьми странными связался. Давайте про апостола Павла. Деяния 18 глава с 5 стиха. Из Македонии пришли Сила и Тимофей. То Павел посвятил все свое время возвещению слова, свидетельство иудеям о том, что Иисус Христос. Когда же они стали препятствовать ему и оскорблять его, он отряхнул пыль с одежды и сказал им: вы сами повинны в своей гибели, я чистый, теперь я иду к язычникам. Выглядит все так, будто, знаете, вот на него там нападают, он такой: всем пока, я буду своим заниматься. Библия говорит дальше: Павел вышел из синагоги, пошел в дом, стоявший рядом, в котором жил Титий Иуст, человек, чтущий Бога. Начальник синагоги Крисп и все его домашние поверили в Господа, и многие из коринфян, услышавших Павла, уверовали и были крещены. Если бы мы здесь остановились, мы подумали, что Павел вот на изи проходит все эти трудности, которые в его жизни происходят. Там его оболгали, здесь его погнали, здесь на него там бочку пытаются катить. Но дальше написано: однажды ночью Господь сказал Павлу в видении: не бойся! Никто не видел, никто не знал, с чем борется Павел. А Бог знал. И он пришел, ему первые слова сказал: не бойся, продолжай говорить и не умолкай. Я с тобой, и никто не причинит тебе вреда. В этом городе есть много принадлежащих мне людей. Когда мы читаем это местописание, мы видим Павла, который на самом деле боялся. Который внутри своего сердца, он, видимо, боролся с этим страхом. Он переживал этот страх. Может быть, он думал: зря я приехал в этот город, зря я начал проповедовать Евангелие, зря я пытаюсь открыть здесь церковь, зря я то, зря я это. Сколько в наших жизнях вот этих ситуаций, когда мы говорим: зачем я вообще туда полез? Зачем я взялся за это служение? Лучше бы я там бизнесом занимался. Зачем я там с этой женщиной связался? Лучше бы я там один прошел бы весь свой бренный путь по этой земле. Зачем мне все это надо было? Бог говорит тебе сегодня: не бойся, потому что я с тобой. И никто не причинит тебе вреда. В этом городе есть много принадлежащих моему пути. Продолжай то, что ты начал делать во имя мое. 23 глава с 10 стиха. Спор разгорелся настолько, что командир римского полка, опасаясь, как бы Павла не разорвали на части, приказал солдатам забрать его от них силой и увезти в казарму. Опять ситуация. Опять Павлу кто-то угрожает. Опять в его жизни все идет не по плану. И следующей ночью перед Павлом предстал Господь и сказал: не бойся. Опять! Павел, слава Богу, ты такой же трус, как и я. Ты тоже всего боялся. Ты тоже из мухи слона раздувал. У тебя тоже все было не гладко. Слава Богу, этот человек боялся, но он преодолевал вместе с Богом. Как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так будешь свидетельствовать и в Риме. Бог ему открывает новую перспективу. Путешествовать по миру, братан, начнешь. Иерусалим это мелочь, это колхоз. Ты увидишь мир и покажешь всему миру. Аллилуйя. Ну, Бог мог и так сказать, он просто ему немножко по-другому сказал. Друзья, то, что ты делаешь, это колхоз. Бог говорит: не бойся, открою новое, покажу новое. Друзья, сколько в наших сердцах вещей, просто за которые мы переживаем, о завтрашнем дне думаем. Думаем, что завтра я, скорее всего, сдохну, как пес под калиткой, без денег, без того, без всего, все будет плохо, и все. В книге Откровения написано так, что участь трусов в озере огненном. Мы все можем быть трусами. Мы трусами пришли ко Христу. Я помню, я когда покаялся, знаете, я выходил на сцену с таким фингалом, и девочка, которая к покаянию призывала, она первое, что мне сказала: не бойся, не бойся. Видимо, на мне было написано: всего боюсь. Я, видимо, был просто настолько страхом пропитан. Я шел и трясся. Как? Я сейчас стану христианином, вся моя жизнь изменится. И девочка все, что мне сказала: не бойся. Я такой: я и не боюсь. А внутри просто весь вот такой дрожал.
Друзья, есть у тебя обетование от Бога. Хочешь, чтобы твои дети спасались? Не позволь страху одолеть тебя. Хочешь, чтобы у тебя финансовый прорыв был? Не позволь страху одолеть тебя. Двигайся в тех вещах, куда тебя Бог двигает. Хочешь сегодня преуспевать в здоровье? Просто встань на то, что говорит Слово Божие. Не позволь этому идиотскому страху тебя оболгать. Да, это было с мамой. Да, это было с бабушкой. Да, это было со всеми, кого я знал. Но со мной будет по-другому во имя Иисуса. Это не мой путь. Просто восстань, как тот чувак, который прыгает на этом шлагбауме, который не останавливается. Единственный прорыв, который ты сможешь одержать сегодня, это когда ты встанешь на Слово Божие и будешь вот так ногой просто стоять и говорить, будет вот так и не иначе. Деяния 27 глава. Опять апостол Павел. Люди долго ничего не ели. Тогда Павел встал посреди них и сказал: вам следовало послушаться моего совета и не отплывать от Кипра. Тогда у вас не было бы этих бед и потерь. Но сейчас ободритесь, никто из вас не погибнет, только корабль разобьется. Прошлой ночью мне явился ангел Бога, которому я принадлежу и которому я служу. Стоп! И что он сказал? Он сказал мне: Павел, он более многословный, чем Господь. До этого к нему Господь приходил сразу и говорил: не бойся. А тут ангел говорит: Павел, не бойся. Ну не жди, пока тебя по имени назовут. Когда один раз тебе сказали: все, не бойся, двигайся, начинай куда-то двигаться. Просто сегодня тебе Дух Божий говорит через меня, через Божие помазание. Он стучит в твое сердце и говорит: не бойся, двигайся в том направлении, о котором ты молился, за которое, может быть, ты постился, и Бог дал тебе в эту сторону движения. Двигайся! Двигайся!